Всем привет, с вами Аня Стафеева со своим мнением, которое никто не спрашивал. Я сегодня решила записать короткое видео, потому что я прочитала новость, от которой меня реально вот так вот прям трясет немножко. Это не первый раз, когда я читаю какие-то новости об Абхазии на абхазских сайтах, и меня просто потом взрывает. А почему? Немножко истории. У нас были выборы недавно, они случились, потому что был переворот в Абхазии, то есть старого президента свергли, и на месте его не было, так скажем, избранной власти. Вот ее наконец избрали. Было два кандидата. Первый кандидат это Бадрагунба и второй кандидат Арзинба. Первый представлял пророссийскую, это если очень упростить, пророссийская была позиция, а второй кандидат, он представлял независимую, как бы сказать, Абхазию, которую он пропагандировал. Я не очень смотрела, честно, вот его программы все и того, и другого. Так, в общем, говоря, то вот такая позиция. И второй кандидат еще хотел больше, как скажем, отсоединения от России, больше независимости самой Абхазии. Вот. Почему я решила сегодня сказать свое мнение? Потому что я прочитала новость. Новость на одном из паблика в сети, которая запрещена в России. Вот. И сейчас я о ней расскажу. Вот она, эта новость. Россия продолжит оказывать многоплановое содействие Абхазии в сфере безопасности. Об этом заявила Захарова. Казалось бы, что такого в этой новости? Новость. Захарова там очередное заявление сделала. И что плохого в том, что Россия оказывает безвозмездную, можно сказать, помощь Абхазии. Уже это долгая история 30-летней связи между Абхазией и Россией в плане отдыха, в плане бизнеса, в плане оказания помощи, огромной помощи, в том числе пособиями, электричеством огромное. Вот у нас благодарность России, наконец-то нам поставили электричество, и мы Новый год и все остальные дни уже живем с электричеством бесперебойно практически. Вот. Но абхазы, как видимо, недовольны почему-то, думают, что это все когда-то закончится и придется расплачиваться. Я читаю комментарии к этой новости. Россия щедрая душа сперва поможет, а потом скажем, хотим апартаменты. Еще комментарий. Ну что, время пришло время платить за подарки. Вот и все. Выбрали президента, теперь расплачивайтесь, кто продал свой народ. Закройте границы, будем жить сами независимо. О, это только начало. Идите, целуйте дальше своих Бадру и Аслана. Представляете? Что вот вы прочитали, например, такую новость, и читаете эти комментарии, у которых там по 50 лайков и больше. Что вы думаете по этому поводу? И это не первый раз, это не единственная новость, у которой бы были такие комментарии. Нет, абсолютно под каждой новостью есть недовольные люди. То есть они полностью недовольны тем, что Россия поставила автобусы недавно бесплатно. В общем, что бы ни случилось, у нас во всем виновата Россия. Мне хочется сказать, а тогда не нужно помощи, как вы будете сами справляться? Любая страна, которая граничит со своими соседями, она должна контактировать с ними в хорошем смысле этого слова, то есть делиться, поддерживать друг друга, да, выстраивать какие-то взаимоотношения дружественные. А как иначе? Вы же с соседями живете, вы тоже с ними должны общаться, как-то помогать друг другу. То есть, если ваш сосед, например, просит, дай мне, пожалуйста, хлебушка, ты что, ему не дашь хлеба? Может быть, и не дашь, но что ты тогда будешь за сосед, правильно? Я считаю, это нормально оказывать друг другу помощь. А с другой стороны, тоже многие, я понимаю, почему недовольны. Типа, вот, русские зайдут на нашу землю, они отнимут, все выкупят, и потом малый бизнес просто загнется. А с другой стороны, посмотрите на страны, те, кто занимается туризмом уже давно. Или даже если недавно, то у них туризм является экономикообразующей отраслью. То есть, например, Вьетнам, Таиланд, да, Арабские Эмираты. Вот почему они начали развитие так хорошо? Потому что они открыли свои территории для внешних инвестиций, понимаете? То есть
есть люди, у которых очень много денег, то есть их не так много, а просто огромное количество. Понимаете, о чем я хочу сказать, да? То есть приходит человек с большими деньгами, он их вкладывает в развитие страны, вот прям в прямом назначении в развитие страны, он строит какие-то объекты, то есть будь то гостиничный бизнес или какой-то завод, то есть все начинает развиваться, в том числе потому, что прибывают новые деньги и появляются новые возможности для развития. Так всегда было и будет, по-другому никак. Невозможно жить в стране, будь она большая или маленькая, изолированно. Она не сможет развиваться сама от себя. Посмотрите на историю той же Кубы, Таити или Гаити, да? Гаити. Посмотрите на историю этих стран. Разве там что-то положительное появилось? Нет. Люди страдают. У них нет электричества, у них нет еды, нет здравоохранения. Это бедственное положение. Поэтому Россия, к счастью или к сожалению для вас, не знаю, обращаюсь к абхазам, но это, мне кажется, единственная страна, которая, во-первых, признала ваш суверенитет, а во-вторых, оказывает вам всестороннюю поддержку. Поэтому давайте, пожалуйста, уважать друг друга, ценить помощь, которую оказывает страна, и, я думаю, поддерживать долгосрочные и крепкие отношения. Спасибо, что посмотрели это видео. Оставляйте, пожалуйста, комментарии, я все читаю, отвечаю. Что вы думаете по этому поводу?